Центр здоровья имени Елены Демчоглы в селе Тамай обслуживает около 4800 пациентов. Ежедневно медицинское учреждение посещает около 30 больных, 70% из которых проходят профилактический осмотр. Срочным больным на протяжении всего рабочего дня оказывается первая медицинская помощь. Пациенты, нуждающиеся в длительном лечении, получают инфузионную капельную терапию в мужской и женской палатах. Кабинеты для вакцинации и прививки отдельны друг от друга. Заведующая Центром здоровья Майя Ялама отмечает, что в прошлом году посещаемость физкабинета была большой. Персонал работал с перегрузкой. В этом году пока еще нет вспышки ОРЗ и ОРВИ, мы пока работаем в плановом режиме, пока спокойно. Артроза, артриты часто приходят, диадинамические токи, электрофорез, особенно при ОРЗ, пневмонии, бронхиты часто приходят, делаем. УВЧ-терапия при острых заболеваниях, гнойные отиты, переломах, растяжение связок, если вот УВЧ-терапию делаем. Дарсонвализация есть у нас, дарсонваль делаем при варикозных расширениях вен. Медицинский центр оснащен необходимым одноразовым материалом. Персонал пользуется современными и старыми аппаратами. Основной прием пациентов ведется в кабинете семейного врача по предварительной записи. В лаборатории производится забор различных анализов. Этот стол у нас для забора клинических анализов, рабочий стол. Затем уже мы переходим на следующий. Здесь у нас аппаратура, оснащение у нас все необходимое есть. Есть для определения гемоглобина, есть микроскоп, статфакс для биохимических анализов. 2 раза в неделю у нас идет забор анализов в кабинете, в процедурном кабинете. А дальше работа продолжается здесь. Биохимические анализы, у нас есть аппарат, есть реактивы, оснащение полное, пробирки, все у нас достаточно. Учреждение под медицинский центр было сдано в эксплуатацию в 1991 году. С того времени не был осуществлен капитальный ремонт в хозяйственной части здания. Крыша, фасад учреждения нуждаются в капитальном ремонте. Конкретно хотелось бы нам отремонтировать кровлю, потому что здание с 91 года, и получается, что уже 25 лет она не ремонтирована. Существенная проблема у нас стоит с газовым оборудованием. Котлы у нас также старые, 90-х годов. И, кстати, у нас есть даже проекты, уже готовый проект на замену газового оборудования. Осталось только решить вопрос с финансовой части. Вы при входе видели, что фасад, конечно, наш, и прилегающая территория, дорожки в серьезном ветхом состоянии. Майя Ялама отмечает, что страховая компания медучреждения финансирует в полном объеме. Бюджет составляет 1 600 000 леев. Его достаточно для оказания медицинской помощи пациентам. Когда я иду в больницу, я иду как к себе дома. Я знаю, что меня там встретят хорошие, добрые люди, которым можно надеяться и доверить свое здоровье и самой себе. Я иду туда, они меня встречают, расспрашивают все. Принимают нормально, условия там созданы очень хорошие. Сегодня центр имени Елены Демчоглы имеет документы на право собственности здания, что дает возможность участвовать в проектах и грантах.